Если хорошо присмотреться, на Луне можно разглядеть девушку с коромыслом и ведрами. Откуда же на Луне появилась девушка? А дело было так. Жила-была у злой мачехи одна девочка. И вот однажды, глубокой ночью, прогнала она падчерицу за водой к роднику. У родника на нее напали разбойники. Девушка, чувствуя неминуемую погибель, взмолилась о защите к Луне, попросила забрать ее к себе. Луна сжалилась над бедной девушкой и притянула ее к себе с коромыслом и ведрами. С тех самых пор на поверхности Луны можно разглядеть силуэт девушки. Солнце было огромное и по утрам не могло самостоятельно подниматься на небо. Ему помогали взрослые люди. У Солнца имеются две жены – утренняя заря и вечерняя заря. Утром Солнце распрощается с одной супругой и в течение целого дня направляется к другой. Спустившись на землю после тяжелого трудового дня, Солнце отдыхало. Оно омывалось в чудесном озере и набиралось сил для следующего дня. В начале всех времен землю освещали и обогревали 3 солнца. Темнота никогда не наступала, холода не мучили, и темные силы свои грязные дела не могли совершать. Была вечная весна. Однако, по наущению темных сил, наивные люди 2 солнца поймали и разбили вдребезги. То солнце, что пострадало больше, разбилось на миллионы мелких кусочков, и из них произошли звезды. Второе солнце превратилось в луну. Они потеряли способность согревать и светить ярко, поэтому наступает ночь. Появилось такое явление, как лютая и беспощадная зима.